почему это так? За этим тайна, за этим загадка кроется. Какая-то игра в рулетку получается. 75% детей рождается либо носителями, либо просто абсолютно здоровыми. А вот 25% может родиться больным по этому показателю. В каждой популяции имеются определенные свои заболевания. То есть мы конкретно задаем лаборатории вопрос, есть ли это болезнь. То есть либо да, либо нет. Если, допустим, этот ген сидит и в муже, и в жене, да, оно может сыграть. Оно может сыграть. Оксана Сидорова, врач-генетик, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия. Окончила Новосибирский государственный мединститут. До 2013 года работала врачом-генетиком в медико-генетической консультации Национального центра медицины. Ныне научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. В 2020 году по инициативе научных сотрудников Центра для усиления медико-социальной помощи пациентам с нейрогенеративными заболеваниями была создана Ассоциация пациентов со спиноцеребральной атаксией первого типа и другими нейрогенеративными заболеваниями. За 3 года деятельности ассоциации выиграны 2 гранта главы Якутии, 2 фонда президентских грантов, а также субсидии городского округа Якутск с проектом «Зеленая трость». Оксана Гавриловна, добрый день. Добрый день. Очень рада вас видеть в Спасибо. нашей студии. Я позвала вас по такой интересной теме, как генетика. Сейчас она лежит на поверхности, и вы сама персона очень интересная, человек, который стоял у истоков, да, зарождения, внедрения генетической службы у нас в республике, человек, который учился, внедрял и проводил вот эти самые первые процедуры. Каково было тогда быть частью вот этого начинания? Тогда было очень интересно. Большинство молодых ученых были на подъеме. Вы правильно заметили, что я, конечно, была одним из винтиков небольших, который был, скажем, рядом с зарождением генетической службы Якутии. В 1998 году, когда медико-генетическая консультация в то время еще располагалась на улице Свердлова, в здание общежития мы переехали по осени в 1998 году в новое, только что построенное здание Центра охраны материнства и детства. Но передо мной лично, как врачом-гинекологом на тот момент, в 1998 году, заведующая Анна Николаевна Наговицына поставила конкретную задачу – получение плодного материала. То есть задача была рассматривать будущего человека, плод, в качестве пациента. Мы ведь все сдаем анализы, кровь из вены, кровь из пальца, да, берут, да, анализ мочи мы сдаем, да, и это вот обычный вот показатель нашего здоровья. И мы могли бы тогда, как говорила наша заведующая, рассматривать плод в качестве пациента. Наши специалисты из медико-генетической консультации, Алексей Юрьевич Сатунов, Сардана Кононова и я тогда уже еще тоже молодой специалист, мы обучились в институте Отто. Это был 1998 год, и в 2000 году я прошла обучение в 48-м роддоме города Москвы, тоже у ведущих специалистов. В Петербурге это была лаборатория Владислава Сергеевича Баранова, известная, а в Москве в роддоме мы обучались под руководством Михаила Васильевича Медведева, известного профессора по родовой диагностике. Первую процедуру мы провели в марте 1999 года. То есть я обучение прошла в 1998 году, в ноябре, и под руководством, с помощью Владимира Алексеевича Баранова. Известный был такой рентгенолог во взрослом центре, и в его рентгеноперационной мы провели первую процедуру получения плодного материала. Эта процедура была плацента-биопсия, то есть это нужно было получить кусочек плаценты под контролем УЗИ. И материал плодный был передан в лабораторию, в цитогенетическую лабораторию Алексею Юрьевичу Шатунову, который должен был опровергнуть или подтвердить наличие синдрома Дауна у плода. Срок беременности был около 19 недель. И потом какие результаты подтвердились? Да, результаты подтвердились. Ребенок родился здоровым, так же, как мы и предполагали.
Вот. Но сейчас, наверное, ему уже более 20 лет. Вот. Знаю только то, что его назвали Гаврилом. В вашем случае, почему генетика? Что влияет на выбор профессии вообще маленького ребенка? Да? То есть это такой вот первый интерес, первый вау-эффект. А почему это так? За этим тайна, за этим загадка кроется. Да? Я помню, мама моя работала фельдшером, и она говорила, что в Якутии есть семьи, в которых имеется наследственное заболевание. То есть ребенок рождается как обычный ребенок, растет, развивается. И доходя до среднего возраста, он резко заболевает. Заболевает, причем эта болезнь неизлечимая, и окончание, финал этого заболевания очень печальный. Человек становится постельным и умирает от удушья. Вот. И мама говорила, что эта болезнь неизлечима, что до сих пор нет лекарства от этого заболевания. И мама говорила, что это заболевание, оно наследуется, обязательно в каждом поколении проявляется. И мне было очень интересно узнать, тогда у меня интерес уже зародился, узнать, почему же такое происходит, от чего это зависит. В каких-то семьях это есть, каких-то нету. И под каким же страхом должна эта семья проживать свою жизнь, если эта болезнь неизлечимая. Вот тогда, видимо, и зародился интерес у меня к генетике. В настоящее время вот описано 4000 вариантов моногенных наследственных болезней. Конечно, подавляющее большинство не так проявляется, но тем не менее, как вообще этот ген мутирует, кому передается, обязательно ли по наследству передается, потому что вот в предварительной беседе мы здесь очень много говорили с коллегами и со специалистами, что при каком-то поколении, оказывается, болезнь может, в принципе, остановиться, передается только там, по мужской линии, да, а женщинам не передается. Поэтому какая-то игра в рулетку получается. А что говорит наука на этот счет? Да, вы правы. Моногенных заболеваний достаточно много. По некоторым авторам от 4 до 5 тысяч этих заболеваний. Наследуются они по-разному. Они могут наследоваться доминантно, то есть это болезнь, которая проявляет себя в каждом поколении. Есть заболевания, которые наследуются аутосомно-рецессивно, то есть пассивно. Они не обязательно проявляются в каждом поколении, но если вдруг пара образуется из двух здоровых мамы и папы. Внешне они здоровые, по всем признакам они здоровые, но в них имеются молчащие гены. И эти гены, если сходные у мамы и папы будущих, то 25% риска, что у них родится ребенок, который будет иметь оба патологических гена. Она в нем проявится. 75% детей рождается либо носителями, либо просто абсолютно здоровыми. А вот 25% может родиться именно больным по этому показателю. И чем меньше популяция, тем больше таких молчащих, сидящих, выжидающих своего часа генов. Что же влияет на проявится или не проявится? Вы правильно сказали, да, что это как будто бы рулетка. Вот, и узнать, каким же образом, когда же эта болезнь проявится, и есть ли она конкретно у этого человека, или носительство, или заболевание, или же имеется ли это заболевание у нерожденного человека, у плода. Поэтому и делаются эти генетические анализы, ДНК-тесты на какое-то определенное заболевание. Одним ДНК-тестом все сразу охватить нельзя. То есть мы конкретно задаем в лаборатории вопрос, есть ли это болезнь. То есть либо да, либо нет. Тоже вот прочитала интересный факт из вашей биографии, что вы прибегали даже к помощи якутских ювелиров в медицине. Было такое, да, было такое, потому что мы начинали ставить свои процедуры по получению плодного материала под контролем УЗИ в конце 90-х годов. Вот. И тогда, конечно же, как множество материалов, длинные иглы, которыми мы кололи, они были многоразовыми. Они, конечно, вследствие стерилизации, обработки обеззараживателями, они приходили немного, не сколько в негодность, а просто затуплялись. И чтобы
эффективно получить, чтобы одним вколом получить плодный материал для анализа, помочь женщине, помочь семье родить здорового ребенка, мы прибегали к услугам наших ювелиров, которые помогали нам правильно, остро заточить наши иглы. Вот. И нам помогал в этом известный ювелир, победитель, неоднократный победитель как якутских, так и российских конкурсов, ювелирных конкурсов. Это Эверстов Гаврил Егорович, чьи работы сейчас и хранятся в сокровищнице Якутии. Вот. Он нам бесплатно, очень точно затачивал наши иглы, и тем самым у нас успех был почти что при каждом вколе. Ваши коллеги говорят, что есть уже база. Да, есть уже база с тех времен 98-го года, все уже выстроено, что даже по фамилии можно определить, вот какой генетической сетке вы находитесь и что можете за собой, что в вас сидит, какой ген у вас сидит. Но генов, конечно же, великое множество. Вот. На сегодняшний день доказано, да, что в человека активных это 20 тысяч генов, и больше 95% генов они молчат. То есть они непонятно, что в себе несут, пока еще не расшифровали. Вот. Насчет популяционных заболеваний, да, есть в якутской популяции около 10 якутских заболеваний. То есть заболевания, которые наиболее характерны для нашей популяции. Какие, например? Это спиноцеребелярная атаксия первого типа, миотоническая дистрофия первого типа, или она называется болезнь Рассалима Куршмана, Штейнерта, Баттона, Шарко-Маритуз заболевание есть такое, синдром Кеннеди. То есть этих заболеваний достаточно много. Такие же заболевания есть в других популяциях. То есть если как в якутской популяции около 10 заболеваний, то, скажем, у финнов это 32 заболевания. У евреев Ашкенази 30 заболеваний. То есть мы находимся не в очень-то таком, скажем, и плохом состоянии. Но почему у всех это на слуху? Потому что вот недавно начали это изучать, когда как открылся наш медцентр, медико-гигиенический центр начал работать активно. И как же узнать, вот, например, каждый человек может себе задать вопрос, а сколько же во мне молчащих генов? Да? Или же вопрос о том, сколько во мне находится вот этих якутских молчащих генов. Этот анализ можете сдать в медико-гигиеническом центре, обратиться туда. И есть в некоторых развитых странах даже такая программа, когда молодые девушка и парень, когда они решили создать семью, на ранних этапах они могут пойти и сдать вдвоем этот анализ, чтобы узнать, а сколько же молчащих генов, нет ли у нас одинаковых молчащих генов, чтобы потом не было неприятных совпадений. То есть мутации бывают по разным причинам. Да? У нас сейчас жизнь очень активная. Есть радиоактивное излучение. Имеется в наших продуктах питания много мутагенов. Это красители, эмульгаторы, стабилизаторы, антиокислители, антислеживатели. Накапливаясь в организме, они являются мутагенами. То есть срабатывают как мутаген. Вот. И даже вот очень известный мутаген в составе имеется в жевательной резинке — аспартам. Вот. Поэтому не зря весь мир обращается именно к природным продуктам питания. Они достаточно дороги. И если человек питается именно вот природными продуктами, в них мутагенов меньше, нежели в то, что мы привыкли покупать в наших магазинах. Вот эти кричащие, значит, обертки то есть, которые недорого стоят, да, газированные напитки, содержащие разные химический состав. То есть они называются ксенобиотиками. Получается тогда экология, стрессовая ситуация, и вот этот век высоких технологий тоже может сыграть свою... Да, мутагены, они делятся на биохимические, биологические
И, скажем, даже психоэмоциональное напряжение считается тоже мутагеном. Стресс для человека — это мутация. Он может вызвать Хорошо. мутацию. Тогда следующий вопрос, который тоже лежит на поверхности. Интеллект передается, ну, допустим, девочке от матери или от отца, сыну от матери или отца. Об этом очень много говорят. Почему-то этим заинтересовались тоже в последнее время. И разные теории. Очень много разных теорий. Ну вот самая последняя теория — это немецких генетиков, которые сказали, что отцу передается интеллект только от матери. Потому что интеллект, он как бы более связан с X-хромосомой. Но есть приверженцы, конечно, и разных других теорий. Говорят, что да, большинство детей должны быть похожи, перенимать больше папиных генов. Почему? Потому что если даже мамины гены ребенок перенял, то папины гены более доминантны. То есть они более сильные. Тогда от матери к сыну интеллект наследуется. Значит, тут надо понять, что каждый признак, да, скажем, цвет глаз, длина ресниц, цвет волос, будут усы и борода, да, вот это все, каждый признак отдельно передается по отдельности. Тут нельзя в одну кашу все смешать. Это вот точная копия папы может или мамы может получиться тогда, да. Поэтому это рассматривать надо как очень большую мозаику. Вот. И тут еще такая теория есть, да, почему папины гены более агрессивные, более доминантные и сильные. Потому что ребенок развивается в организме матери. Туда проникает чужеродный белок. Казалось бы, это ведь муж твой не твой родственник. Это не пересадили тебе орган операционным путем, да? Это чужеродный белок с другими характеристиками биологическими, причем это от другого пола. И поэтому говорят, что когда разгадается тайна беременности, то тогда вопрос отторжения пересаженных органов будет решен. То есть матка же все принимает. Она, женщина, может родить от первого, второго, третьего мужа. И каждый раз вынашивает успешно. Вот, поэтому мужские гены, они просто обязаны быть сильнее, чтобы там засесть, хорошо себя проявить. Вот, часто бывает в последнее время очень много невынашивания беременности. То есть разные теории тоже есть. Возможно, эта теория тоже срабатывает. Возможно, гены не так сильны, как у наших предков. Поэтому часто происходит и неразвивающаяся беременность. И очень много бесплодия. Да, бесплодие тоже связано в большей степени и с питанием тоже. С нехваткой микронутриентов, микроэлементов. Но вы сейчас работаете над очень интересной темой, как раз-таки изучение генетического заболевания якутов. Целенаправленно уже работаете в этом направлении, открыли ассоциацию, активно ездите по улусам республики. Какие улусы вы посетили и какой ген и мутацию какого гена вы сейчас изучаете? Да, значит, в 2000 году, когда нашими специалистами Сарданой Кононовной, Сарданой Аркадьевной Федоровой, нашими молекулярными генетиками первыми в Якутии был выделен ДНК человека. То есть это именно тот материал, на основании которого мы можем определить все заболевания, которые имеются. То есть это основа основ. Выделить ДНК достаточно сложно. Вот. И тогда открылась перед нами широкая дорога, вот именно как диагностика или верификация, ДНК-верификация заболеваний, так и дородовое ДНК-тестирование. То есть мы получили возможность, как инструмент предиктивной, предсказательной медицины, могли сказать, имеется ли какое-то заболевание у этого плода, унаследовал он это заболевание от родителей или нет. И тогда мы стали заниматься вот этими семьями с моногенными нейродегенеративными заболеваниями. Это спиноцеребелярная атаксия первого типа и миотоническая дистрофия. И мы начали разговаривать с этими семьями, принимать их, проводить медико-клиническую консультацию. Нам стало понятно, что они находятся в очень большом стрессе из поколения в поколение.
потому что они знали, что эта болезнь у них передается, и на сегодняшний день лечения от этого заболевания нету. И, как правило, в улусах неврологи, так как нет лечения особенно, на них не обращают внимания. А как это проявляется? Это заболевание проявляется в большинстве случаев в среднем возрасте. То есть это где-то 37, 38, за 40, зависит от количества И до повторов. 37-40 лет человек абсолютно здоров, может быть? Абсолютно здоровый, живет обычной жизнью, создает семью, рожает детей, значит, проявляет себя как профессионал. У нас очень много таких случаев. Вот. Потом, значит, исподволь начинается проявление заболевания. Это головокружение, двоение в глазах, неудержимая слабость, казалось бы, молодого человека, особенно проявляющаяся к вечеру. Потом изменение почерка, пошатывание, нарушение речи, потом идет нарушение глотания. Вот. И такими специалистами в большинстве случаев больше занимаются, конечно же, неврологи для того, чтобы пациент получил инвалидность, чтобы ему оказать какую-то социальную помощь. Вот. И тогда у нас появилась задумка в 2000 году открыть общество таких больных. Но так как тогда не было политики по всей России по развитию гражданского общества, и вот со второй половины 2010-х годов, когда уже наше российское государство обратило на это внимание, мы получили возможность, и в 2020 году в январе мы зарегистрировали общество пациентов со спиноцеребральной атаксией. О каких цифрах идет речь? На сегодняшний день около 350 пациентов со спиноцеребральной атаксией. А какие профилактические меры тогда принимаете? Да? Можно ли это как-то остановить, приглушить? Или идет работа только вот по линии социальной поддержки, психологической поддержки? И вот в 2018 году у нас открылось отделение, Центр нейродегенеративных заболеваний, куда мы приглашаем наших больных со спиноцеребральной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями, для того, чтобы эти пациенты могли получать стационарную поддерживающую терапию. В семьях, в которых есть это заболевание, да, мы обычно советуем, чтобы дети в этих семьях не занимались такими жесткими видами спорта, как бокс, борьба или, значит, другие тяжелые виды спорта, где возможна травма шеи и головы. Значит, говорим родителям таких детей, чтобы уберегли их от травм головы вообще, чтобы они не ездили на мотоцикле, не падали, старались не попадаться в ДТП, чтобы они не выбирали профессию, связанную с ночными дежурствами или каким-то серьезным стрессовым заболеванием, в смысле стрессовой профессией, и чтобы не было круглосуточных дежурств. Там вахты вот эти вот, да, круглосуточные. Вот. И сейчас еще стоит вопрос о том, чтобы помочь таким ребятам, кто не желает. Это, конечно, только по их желанию. Мы никого не принуждаем. Вопрос о том, чтобы у них был выбор, служить в армии или нет. Работая вот именно в этой сфере генетики, вы сами проводили вот эти тесты? Сами проходили генетические тесты, нет, да, там своих родных, да, все-таки тут такой риск, да, иногда живешь, не знаешь, и хорошо. Да? Да, кстати, вот, ну как всегда у нас часто так бывает, да, что человек, видимо, психологически думает: ой, ну я знаю про эту болезнь, возможно, у меня ее нет, да, вот. Но родословная, конечно, показывает, что в нашем роду этого заболевания нету, но, возможно, конкретно лично я могу иметь какой-либо, значит, ген молчащий из якутских рецессивных генов. Поэтому у меня недавно возникла, значит, мысль, что мне самой надо обязательно сдать этот анализ на носительство якутских заболеваний. Поэтому я к этому уже внутренне готова. В ближайшее время хочу осуществить эту свою идею. Ну вот когда идет смешение кровей, это хорошо. Но значит, не всегда хорошо, поскольку там тоже могут быть национальные заболевания, которые будут, в принципе, мутировать.
Да, с одной стороны, конечно же, всегда палка имеет два конца и две медали, да, мы знаем. Если вдруг девушка саха выйдет замуж, скажем, за человека с другой популяции, то зависит от того, доминантный это ген будет, который имеется у того, скажем, представителя, то тогда он может, конечно, проявиться. Но встреча именно рецессивных генов здесь как раз-таки уменьшается. То есть нельзя сказать абсолютно, что это ой плохо или это ой очень хорошо. Да? Относительно рецессивных заболеваний это хорошо. Но здесь надо отметить, да, что в других популяциях же есть тоже заболевания. Вот у башкиров есть свои заболевания, скажем, да. У таджиков есть свои заболевания, у азербайджанцев есть свои заболевания. То есть хорошо только то, что эти заболевания очень редкие, достаточно редкие. Плохо то, что нынешнее поколение очень плохо знает свою родословную. Ну, по крайней мере, бабушек, дедушек хоть как-то знают. Редко кто говорит про прабабушек, прадедушек. А что для вас счастье? Счастье — это наверняка довольствоваться тем, что у тебя есть, и быть благодарным. Быть благодарным тому, что у тебя есть, потому что через благодарность своей судьбе, своим родителям, своим учителям приходит понимание жизни. Для человека самое ценное — это время. Да. И вот эти все время и ресурсы вы вкладываете в изучение таких действительно редких заболеваний, поскольку каждому человеку нужен человек, опора, вот, рука добра, и вы его протягиваете. Дальнейших успехов в ваших научной деятельности. Ну и чтобы меньше людей было больных. Да, согласна. Да. И прекрасные слова про счастье, быть сейчас и радоваться сегодняшнему дню. Спасибо большое. Спасибо.